В Амге отгремела церемония открытия 14-й спартакиады по адаптивным видам спорта «Джулур». Гостей и участников соревнований принял стадион «Олимп». В Амге отгремела церемония открытия 14-й спартакиады по адаптивным видам спорта «Джулур». Гостей и участников соревнований принял стадион «Олимп». В эстафете зажжения огня приняли участие 10 именитых мастеров спорта, чемпионов, рекордсменов Якутии, прославивших родную республику на весь мир. Среди них Степанида Артахинова, Владимир Балынец, Анастасия Диадорова и многие другие. Сами соревнования проходят по нескольким видам спорта. Лица с нарушениями зрения борются в голболе, легкой атлетике. Участники с нарушениями слуха мерятся силами в легкой атлетике и пулевой стрельбе. Также в настольном теннисе и шашках. Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата соревнуются по легкой атлетике, шашкам, настольному теннису и волейболу сидя. Мы все желаем, чтобы игры прошли на самом высоком уровне, чтобы спартакиада выявила самых сильнейших. Но в целом я считаю, что каждый участник этой спартакиады – это уже победитель. Еще раз вам огромное спасибо, успехов, процветания, больших достижений и спортивных, и человеческих вам. И разрешите объявить 14-ю спартакиаду по адаптивным видам спорта «Джулур» открытыми. Всего в публике в волейболе сидя 14 мастеров спорта, 17 кандидатов в мастера спорта. Кроме того, Алена Дмитриева, успешно игравшая в сборной России, сейчас принимает участие в спартакиаде адаптивных видов спорта, который проходит в Амге. Всего в соревнованиях по волейболу сидя принимают участие 14 мужских и 13 женских команд. В этом году обновились игроки. С каждым годом уровень игры улучшается и развивается. Амгинские волейболисты постоянно не сильные команды были, среди здоровых, да? Ну и среди сидящих тоже неплохой результат показывает. Поэтому вот волейбол сидя тоже очень интересный. Но здесь нужно сказать, что много команд одинаково сильные есть. Это и Мегинско-Кангаласский, и Таттинский.